Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами заместитель прокурора Комсомольского района Чувашской Республики Алешев Алексей Александрович. Прокуратура Комсомольского района провела проверку исполнения трудового законодательства с части своевременной выплаты заработной платы в ООО «СК Импульс», находящейся в стадии банкротства. Установлено, что в нарушении требований Трудового кодекса Российской Федерации ООО «СК Импульс» свыше 4 месяцев не выплачивала двум работникам заработную плату на общую сумму свыше 370 тысяч рублей. При этом бывший руководитель общества, являясь его единственным учредителем, за указанный период получен денежные средства на выплату заработной платы, а также на погашение задолженности по оплате труда перед работниками не направлял, а использовал на погашение иных обязательств общества. По материалам проверки прокуратуры Комсомольского района, Батышским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по факту невыплаты заработной платы в отношении бывшего генерального директора ООО «СК Импульс» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Прокуратурой Комсомольского района утверждено и направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Комсомольского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». В ходе следствия установлено, что обвиняемый, достоверно зная, что незаконное приобретение и хранение наркотических средств запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, действуя умышленно с целью приобретения и хранения наркотических средств в значительном размере без цели сбыта для последующего личного употребления через сеть интернет у неустановленного лица заказал наркотическое средство. Затем с целью приобретения наркотического средства оплатил денежные средства путем перевода их на абонентский номер продавца и, получив информацию с указанием места закладки наркотика, забрал его из данного тайника закладки. Далее обвиняемый приобретенное им наркотическое средство поместил в карман своей куртки, где незаконно хранил его до момента обнаружения сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Яльчикского районного суда Чувашской Республики. Санкции части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Прокуратурой Комсомольского района по результатам рассмотрения обращения жительницы Яльчикского района в интересах 3 несовершеннолетних детей в суд направлено 2 исковых заявления. В проведенной проверке установлено, что в нарушении требований Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона об исполнительном производстве отец детей на протяжении длительного времени алименты на их содержание выплачивал несвоевременно и не в полном объеме, что привело к образованию значительной задолженности по выплате алиментов на их содержание. В этой связи по результатам проверки прокуратуры района мировому суде судебного участка номер 1 Комсомольского района в интересах 3 несовершеннолетних детей направлено 2 исковых заявления о взыскании неустойки за несвоевременную выплату алиментов на их содержание. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, решения суда в законную силу не вступили. Прокуратурой Комсомольского района по результатам рассмотрения обращения жителей села Комсомольское проведена проверка соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологической благополучия населения сельскохозяйственным потребительским бытовым кооперативом «Селянка», занимающимся сбором молока. Установлено, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил в данном кооперативе отсутствует оборудованная площадка для мытья цистерн, договор на вывоз жидких производственных отходов со специализированной организацией не заключен, территория кооператива не благоустроена. В связи с нарушением данных требований законодательства СХПК «Селянка» допускается слив сточных вод, а именно воды от мытья в цистерн, перевозящих молоко, за пределы территории кооператива. По результатам проведенной проверки прокуратуры Комсомольского района в адрес руководителя СХПК «Селянка» внесено представление в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным статьей 6.3 КУАП РФ, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль. Прокурором Комсомольского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, самовольное оставление под надзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения административного надзора. По версии органа дознания, в период с 18 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года
Незадолго до этого прибывший из мест лишения свободы по отбытию наказания обвиняемый, будучи поднадзорным лицом, с целью уклонения от административного надзора, без уважительных причин, самовольно, без уведомлений органов полиции, покинул место своего жительства, выехав за пределы Комсомольского района. Уголовное дело после утверждения обвинительного акта для рассмотрения направлено прокурором района в Яльчинский районный суд Чувашской Республики. Санкции части 1 статьи 314 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года. Прокуратура Комсомольского района по информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 2 по Чувашской Республике проведена проверка исполнения трудового законодательства индивидуальным предпринимателем Ямалиевым в магазине «Тюли и шторы». Установлено, что индивидуальный предприниматель Ямалиев на должность продавца в названный магазин принял свою супругу. Вместе с тем, в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, индивидуальный предприниматель трудовой договор с названным работником установленный срок не заключил, приказ о приеме на работу не издал, трудовую книжку не оформлял и не вел. По данному факту прокуратура Комсомольского района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или надлежащее оформление трудового договора». Постановлением Государственной инспекции труда в Чувашской Республике индивидуальный предприниматель Ямалиев привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Прокуратурой Комсомольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы села Старочелны-Сюрбеева Комсомольского района. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Установлено, что подсудимая, не имея намерений предоставить принадлежащее ей на праве собственности жилое помещение для фактического проживания в нем иностранных граждан, нарушение требований миграционного законодательства, фиктивно поставила на учет по месту своего жительства 3 граждан Республики Узбекистан. В судебном заседании подсудимая свою вину признала в полном объеме. Суд, соглашившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступления. При этом, с учетом признательных показаний подсудимой, ее активно способствование раскрытию и расследованию преступления, а также устранению ею нарушений, выразившихся в снятии с регистрационного учета данных иностранных граждан по месту ее жительства, подсудимая на основании части 2 примечаний к статье 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации освобождена судом от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено. Прокуратурой Комсомольского района утверждены и направлены в суд 2 уголовных дела по обвинению 59-летнего и 61-летнего жителей Ульяновской области. Они обвиняются в покушении на хищение чужого имущества веренно виновному. В ходе следствия установлено, что каждый из обвиняемых, являясь материально ответственным лицом за доверенное ему дизельное топливо, принадлежащее Ульяновскому филиалу ООО «Татнефть АЗС Центр», 12 апреля 2012 года в ходе поставки данного груза с целью хищения веренного имущества предложил неосведомленному о его истинных намерениях лицу купить 100 литров дизельного топлива на общую сумму 3813 рублей. Получив согласие от покупателей, доехав до одного из придорожных кафе, находящихся на территории Комсомольского района, каждый из обвиняемых из корыстных побуждений с целью незаконного безвозмездного обращения веренного ему имущества начал сливать из цистерн служебного автомобиля 100 литров дизельного топлива в пластиковые канистры покупателей. Однако в момент слива указанного топлива преступные действия обоих обвиняемых были пресечены сотрудникам службы безопасности ООО «Татнефть АЗС Центр», в связи с чем обвиняемые не смогли сбыть похищенное имущество и получить за это денежные средства по независимым от них обстоятельствам. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Мировом суде судебного участка номер 1 Комсомольский район Чувашской Республики. Прокуратура Комсомольского района провела проверку исполнения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы СХПК «Луч». Установлено, что в нарушении требований Трудового кодекса Российской Федерации 48 работникам СХПК «Луч» не выплачена заработная плата в размере более 370 тысяч рублей. Ранее по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденным прокурором Комсомольского района по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, за аналогичное нарушение законодательства по оплате труда Государственной инспекции труда в Чувашской Республике председателю СХПК «Луч» назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
В связи с повторным выявлением нарушений законодательства об оплате труда прокуратура района в отношении председателя кооператива возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено частью 7 статьи 527 КоАП Российской Федерации, по результатам рассмотрения которого судом назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В целях устранения и недопущения впредь нарушений трудового законодательства председателю СХПК «Луч» внесено представление об устранении нарушений закона. В защиту прав работников в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о взыскании невыплаченной заработной платы, которые удовлетворены. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. Прокуратурой Комсомольского района проведена проверка исполнения сроков выполнения работ по заключенным контрактам на капитальный ремонт здания лечебного корпуса бюджетного учреждения Чувашской Республики Комсомольская центральная районная больница Министерства здравоохранения Чувашской Республики. В ходе проверок установлено, что исполнителем ООО «Виктория» при проведении работ по капитальному ремонту здания лечебного корпуса больницы грубо нарушены установленные контрактами сроки сдачи объектов. Просрочка исполнения обязательств по контракту составила свыше 3 месяцев. Данным бездействием общества в установленный срок не был сдан социально значимый объект для жителей Комсомольского района. Вследствие этого не обеспечены надлежащие условия функционирования указанного лечебного учреждения. В этой связи прокурором района в адрес ООО «Виктория» внесено представление об устранении нарушений закона, а также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 732 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначен судом штраф в размере 30 тысяч рублей.